Вы смотрите программу «Болгарские встречи». Рада приветствовать вас. И сегодня я приглашаю вас в увлекательное путешествие. Именно в Фанагории в VII веке находилось Великое Болгарское царство. Туда мы сегодня и плывем. Мало кто знает, что в далеком VII веке Крым был частью Великой Болгарии, а столица его находилась в Фанагории. Античный город располагался на Таманском полуострове. Во времена Великой Болгарии хана Кубрата Крым был частью болгарского государства. После его распада, вызванного набегами хазаров, образовалась Дунайская и Волжская Болгария, а также территория вокруг Фанагории. Сегодня это поселок Сенной Темрюкского района Краснодарского края. Это небольшое уютное поселение приманивает туристов, желающих отдохнуть от суеты в тишине и морских красотах Темрюкского района. Мы находимся на раскопках Фанагории. На самом деле это закрытый для посещения объект, но для нашей съемочной группы и для волжских болгар сегодня сделали исключение в виде экскурсии. Более 80 паломников, представителей Чувашской республики, преодолели 2500 километров для того, чтобы попасть на родину предков. Великая Болгария считается первым собственным государством болгар. Когда-то мы были одним единым народом, как раз вот жили здесь, была столица Фанагория, да, Золотой Болгарии или Великой Болгарии. Ну, вы знаете, что хан Аспарух ушел на территорию нынешней Дунайской Болгарии, они основали Дунайскую Болгарию. Ну, их язык ославянился с течением времени. Свой болгарский или чувашский язык они называют протоболгарским языком сейчас. Другая часть болгар, серебряные болгары, они поднялись вверх по Волге во главе с Хатрагом и основали город Волжскую Болгарию. Изначально еще в 30-е годы 20 века начались раскопки. Но тогда никто не подозревал, что на этом месте находится древняя столица. Началось все с изучения курганов. Как утверждают археологи, несмотря на то, что раскопки ведутся достаточно продолжительное время, ученым удалось изучить лишь 1% Фанагории. По утверждению Павла Евдокимова, когда-то площадь столицы Великой Болгарии достигала 60 гектаров. Павел Андреевич, расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Это более древняя раскопка, нежели та, на которой мы сейчас были, да? Мы сейчас находимся, на раскопе Верхний город. Это участок городища, который исследуется систематически здесь вот с 1995 года. Вот этот конкретный раскоп ведется на протяжении более чем 20 лет. И это центр, исторический центр города с третьей четверти 6-го столетия до нашей эры. Здесь существовало древнегреческое поселение, отсюда оно развивалось в разные стороны, и здесь, в общем, кипела жизнь на протяжении долгих лет существования Фанагории. Здесь легко можно себе представить древнеболгарский боевой стан с деревянными защитными стенами и боевыми башнями, с юртами и ремесленными мастерскими. Здесь много веков назад жили люди, занимались различными ремеслами, торговлей, любили, верили, строили. Основным же занятием болгар времен античности, утверждают ученые, являлось кочевое скотоводство. С 1936, по-моему, года существует фанагорийская экспедиция. Владимир Дмитриевич Блаватский, один из такой важный советский археолог, основоположник археологии, классической археологии в 20 веке в Советском Союзе. Вот он большое внимание уделял этому памятнику, потом уже его ученики здесь работали в послевоенное время, и вот по-прежнему все продолжается.
Галина Николаева по прибытии в родные Чебоксары планирует ознакомить своих учеников с теми историческими событиями, которые имеют огромное значение в истории волжских болгар. Эти камни, куда мы пришли, и мы очнулись, можно сказать, на исторической земле. Я представила себе, я хожу по следам Кубрата, я хожу по этим нашим предкам, да, и представила, что на самом деле со мной это происходит. Все эти кувшины, как будто я варю там пиво для своих, я готовлю для них еду, да. Вот мне до сих пор вот трогательно по коже пробегает на самом деле такая историческая местность, такое историческое событие. На месте фанагорийских раскопок паломники из Чувашии исполнили этнические песнопения. Именно так девушки и юноши весной выходили на гуляния по вечерам и исполняли хороводные песни. Собирались по несколько сотен человек. Ну, там такие слова. Когда девушки выходят на хоровод, вместе с девушками приходит красота хоровода. А когда девушки уходят с хоровода, вместе с девушками уходит и красота. Надо смотреть на этот вопрос шире, потому что и брать преемственность и со Средневековьем, и с древностью. Со Средневековьем это Волжская Болгария, а с древностью это, конечно, Великая Болгария, которая находится на Северном Кавказе. И для нас вот этот визит – это связующая нить, чтобы собрать воедино прошлое, настоящее и будущее. Участники мероприятия уверены в том, что само провидение привело их в тот момент, когда археологи изучают VII век, век расцвета Великой Болгарии и царствования Кубрата. Знаком судьбы сочли гости факт своего нахождения в историческом месте во время изучения именно болгарского слоя. Это 7, 8, 9 века. Я несколько раз подходил непосредственно к археологам, которые этим занимаются, и просто спрашивал, вот что мы сейчас видим, это ведь не греческое, это не более позднее, это именно, да, это 7, 8, 9 века, то есть именно наши века. И уже в наши дни потомки болгар решили увековечить это историческое место памятной плитой. Свидетелями воздвижения стала и наша съемочная группа. Дружная работа подкреплялась творческими напевами чувашской народной музыки. По словам организаторов, им понадобилось 5 долгих лет для того, чтобы преодолеть множество бюрократических условностей и воплотить мечту в жизнь. Давно замышляли, когда еще были в прошлом году на болгарских встречах в Крыму, но все-таки поставили, установили. Тут мы указали вот знак, вверху это знак Кубрата, наперстник Кубрата такой знак, и у нас является это оберегом. Вот везде вот такие знаки, видите, да? А внизу знак рода Дула, правящий род был в империи гуннов и Великой Болгарии. Кубрат из рода Дула. Также этот знак нижний является нижней частью герба Чувашской республики. Представляете, какое было государство, какая была история, какой был народ великий и могучий. Мы, конечно, стараемся быть достойными в них и стараемся хоть чем-то искупить нашу вину перед ними, конечно. Мы виноваты, потому что мы не всех помним. Мы виноваты, потому что многие забыли. Мы виноваты, потому что потеряли воинские песни. Мы виноваты, потому что наши дети и внуки на русском языке говорят. Мы страшно виноваты. Когда есть идея, когда есть великие культурные проекты, надо поддерживать друг друга. И Чувашия, как такое интересное общество, оно существует не только 100 лет, как у нас сейчас отмечают, там, столетие чувашской автономии и государственности, а она имеет древнюю историю. Она берет свое начало и в Средневековье, Волжской Болгарии, и, как мы знаем, она и в древней истории, Великой Болгарии. Мы знаем, что у нас есть наши братья, друзья, дунайские болгары,
И поэтому нам нужно расширять свое национальное самосознание. И больше вот все участники этого мероприятия должны принести частичку вот этого огня, который сегодня мы здесь получаем, и разносить по душам наших сограждан. Пыржывашан, пинжываш булдары, шапла булдары. Үрри булы, амбар дулы, выльшили, карда дулы булдары, шапла булдары. Это камень мы задумывали давно, но никак у нас не получалось установить. Но общими усилиями мы установили. Наверное, Бог помог. Я хочу передать привет всем болгарам, прежде всего болгарам Крыма, также дунайским болгарам, нашим братьям, потому что они тоже хотели, чтобы этот памятник был здесь установлен. Ну что ж, исторический факт свершился, памятная плита установлена, а мы с вами получили бесценные знания и знакомства. Увидимся с вами ровно через неделю в болгарских встречах. Thank you.